Дорогие друзья, библиотека филиал номер 6 Рудненской централизованной библиотечной системы продолжает поэтический марафон «Город читает», посвященный 65-летнему юбилею нашего города. Город Рудный славен не только своими трудовыми достижениями, но и кипучей литературной жизнью. За всю историю рудненской поэзии у нас издавалось немало коллективных сборников. Литературное объединение «Рудненский меридиан», организованное в 2015 году группой известных рудненских авторов, является литературной визитной карточкой нашего города. И сегодня мы представляем вашему вниманию сборник «Сердец. Высокое созвучие», изданный в 2015 году совсем небольшим тиражом – 165 экземпляров. Этот коллективный сборник – первый опыт объединения, своим высоким созвучием сердец, стремящийся не оставить равнодушным ни одного ценителя литературы нашего региона. Авторы этой книги разные по стилю, по восприятию мира, по манере и подходам к той или иной теме. Но по желанию донести свои чувства и мысли до другого сердца они единодушны. Антонина Семеновна Обухова, поэт и прозаик, родилась в 1943 году в России, по образованию и профессии педагог. Свои первые стихи Антонина Семеновна опубликовала в 1954 году в районной газете «Заря Алтая». С тех пор поэзия стала неиссякаемым источником, из которого поэтесса черпает силы, чтобы справиться со всеми трудностями, возникающими на жизненном пути. Стихи она пишет для себя, для друзей и близких. В 2007 году вышел авторский сборник «Я играю в поэтессу». По словам самой Антонины Обуховой, стихи для нее – это глоток свежего воздуха, целебный напиток. Ее стихи глубоко лиричны и способны затронуть струны души любого человека, независимо от его поэтических предпочтений. Антонина Обухова. В словах невысказанных зной, до отрицания рассудка. В висках гудит пчелиный рой, весны ушедшей злая шутка. В нелепых фразах смысла нет, нет логики и нет порядка. А на краю земли рассвет, в котором прячется разгадка. Пылает заревом объят, над степью, над речным разливом плывет с восхода на закат, размеренно, неторопливо. И бьется мысль на волю вскачь, в галоп, в полете оформляясь, как жизни пульс, как песни плач, на самом важном обрываясь. Виктор Вальтерович Румбах родился в 1955 году в Коми АССР. В Рудном живет и работает с 1980 года. Писать стихи, по словам самого автора, начал лет в 15, как, наверное, все в юности. Было время, когда я ни строчки не писал, а в последние годы с ручкой и блокнотом не расстается. Свои стихи Виктор Румбах впервые опубликовал в 2014 году в литературно-поэтическом сборнике «Рудненская лира». Автор поэтических сборников «Единственная», «Не отрекаются любя», «Откровенный разговор» и сборника рассказов «Для тех, кому за». Произведения Виктора Румбаха очень разные и по тематике, и по жанру. Герои не похожи друг на друга, но через все творчество красной нитью проходит мысль: без любви ничего не надо, без любви ничего и нет. Она не шла, она себя несла, возвышенно, красиво, осторожно, как будто только что с небес сошла, и все застыло в ожидании тревожном. Живая примадонна, я клянусь, таких роскошных женщин не бывает. Я атеист, но я ей преклонюсь, не зря над ней ангелы летают. В ней все прекрасно, волосы, глаза, в ее улыбке солнце половина, непредсказуемо, как летняя гроза. Передо мною женщина-богиня. В ее присутствии другим здесь места нет. Закрыв глаза, я провалился в грезы. Вдруг слышу голос: «Эй, проснись, поэт!» Меня пугает этот смех сквозь слезы. Упала с глаз завеса пелена, исчезло все, как исчезает иней. Передо мною в фартуке она, моя жена, моя богиня. Владимир Алексеевич Мариков, поэт,
Родился в 1948 году в Тюменской области, в крестьянской семье. В Рудном живет с 1978 года. Стихи начал писать не в юности, как многие поэты, а уже после службы в армии. Владимир Мариков пишет о том, что близко его сердцу. Неповторимая сибирская природа наложила неизгладимый след на всю мою жизнь. До сих пор память хранит голубые озера, леса, богатые дичью, грибами и ягодами, лица родных и близких, друзей детства, школу, родное село. То, о чем я пишу, лежит близко к моему сердцу. Все это Родина. В своих стихах я делюсь своей любовью к жизни с вами, дорогие мои читатели. Владимир Мариков. Я изучил поэта-ремесло. Я изучил поэта-ремесло. Могу любой стишок теперь накрапать. Вот говорят, Есенину везло. Он мог в стихах любить, смеяться, плакать. Я память о поэте берегу. Когда-нибудь не с первого похмелья спрошу себя, а что же я могу? Не мастер и уже не подмастерье. Наверное, мне лучше надо петь, стучась в сердца, чеканить звонче слова, чтоб по-есенински взлететь над суетой земного. Я жизнь люблю, люблю отца и мать, воспитан на классическом примере. Смогу ли я стих свой кровью написать, как написал Есенин в Англитере? Владимир Иннокентьевич Сизев, поэт. Сочинять стихи начал с 14 лет, еще будучи школьником. Свое первое стихотворение, написанное в 1949 году на тему угрозы ядерной войны, подросток отправил в «Пионерскую правду». Стихотворение не напечатали, но похвалили и пожелали юному автору продолжать стихотворчество, что он и сделал. Свое увлечение поэзией Владимир Иннокентьевич пронес через всю жизнь. Любовь к родному краю, воспоминания о военном детстве, лирический взгляд на историю нашего города, размышления о проблемах современности – вот темы лирических стихотворений Владимира Сизева. Владимир Сизев. Мир прекрасен, в этом нет сомнения. Мы судьбу должны благодарить. Не случайны наши появления, что смогли мы как-то, но прожить. В жизни каждый сам себе хозяин. Как сумеешь, так и проживешь. Будешь проклят или будешь славен, в неизвестность все равно уйдешь. Про любовь пропел немало песен, про чужую радость и тоску. Круг любви моей не интересен, если все с разбега на скаку. Вы просили что-нибудь новее, для новья седая голова, а о прошлом память все слабее. Погадать ромашка отцвела. Владимир Васильевич Гостев, поэт, родился в 1953 году. Его стихи опубликованы в городских и областных печатных изданиях, в журнале «Нива. Город Астана». В 2014-2015 годах Владимир Васильевич вошел в число 10 лучших поэтов Кустанайской области. Автор поэтического сборника «Судьбы мгновения». Владимир Гостев пишет о любви, о женщинах, о природе. Стихотворные пейзажи, написанные поэтом, завораживают, а стихи о нашем славном городе рождают в наших сердцах чувство гордости. Владимир Гостев. Мой город. Средь широких полей, где пылает зенит, и гуляют ветра без надзора, у тобольских разливов мой город стоит, в ожерелье ковыльных узоров. В нем душевные речи на 100 языках раздаются на шумных проспектах. В нем открыла земля свою грудь нараспах, о которой трубили в газетах. В нем кружится металла настойчивый зов, в нем улыбки прохожих, как крылья. В нем дорогой идут по наказу отцов, в нем мечты мои все стали былью. Пусть асфальт бывает морщинится в зной, а зимою морозы сердиты. Меня тянет к нему чьей-то силой шальной, безупречную силой магнита. Дорогие друзья,
Сегодня в рамках городского марафона чтения «Город читает» мы лишь кратко познакомили вас с творчеством поэтов Рудненского меридиана и их произведениями, вошедшими в сборник «Сердец высокое созвучие». В библиотеке филиале номер 6 вы сможете поближе познакомиться с этой замечательной книгой и насладиться чтением стихов талантливых рудненских поэтов. А мы передаем литературную эстафету библиотеке филиалу номер 8.